сейчас мы с вами начнем нашу официальную, так сказать, церемонию сегодняшнего мероприятия. И для приветствия слово предоставляется директору Национальной библиотеки Руде Михайловне Безаковой. Пожалуйста, Руде Михайловна. Дорогие наши гости, уважаемый Анатолий Константинович, наш город Чебоксары имеет, конечно, свое неповторимое лицо. Он складывался, его образ в течение не одного столетия, но именно творчество Анатолия Константиновича Брындина, очень талантливого скульптора, человека, влюбленного и в наш город, в историю нашего города, и человека, который посвятил всю свою трудовую деятельность воспеванию нашей истории, нашей культуры. Именно его творчество сформировало, как мне кажется, особый культурный облик его. Потому что самые ключевые, центральные образы, герои как раз и созданы руками талантливого скульптора Анатолия Константиновича. Мы очень рады тому, что юбилейный год вышла такая замечательная книга. Она прекрасно написана, она хорошо подготовлена, она издана хорошо, она переведена замечательно. И мы очень рады этому обстоятельству. Считаем, что эта книга, конечно, станет она начнет жизнь. Каждый экземпляр этой книги будут жить своей жизнью, они дойдут до своего читателя. Жаль, что нет Алексея Александровича Трофимова с нами. И радостно от того, что он все-таки увидел эту книгу. Книга успела выйти при его жизни. Я благодарю вас за то, что вы выбрали именно Национальную библиотеку Чувашской Республики для проведения презентации этой книги. Для нас это огромная честь. Поздравляю вас и с юбилеем, и с выходом книги. Счастья вам, здоровья и самого-самого доброго. Роза Михайловна, я очень... Мне приятно было слышать ваши слова. Я вас очень уважаю. Красиво, хорошо. Спасибо вам большое. Я Алаверды, да? Я вам в библиотеке 40 книг даю. Спасибо большое. Это вот как символ, а остальные здесь не учили. Доброго здоровья. Спасибо. Мы передадим эти экземпляры по одному, по два экземпляра в каждую районную библиотеку. И там ее читатели обязательно найдут. Спасибо огромное. Спасибо. Доброго здоровья. А сейчас мы хотим слово для приветствия дать председателю Союза художников Владимиру Порфирьевичу Нагорному. Ну, конечно, очень приятно поприветствовать своего коллегу с юбилеем, с 80-летием. Поздравляю, Анатолий Константинович. Ну, как скульптора, я, конечно, знаю Анатолия давно, с 76-го года. Это сколько будет, так посчитать, это много. Даже не могу сразу сообразить. Вот. Ну, поэтому, в принципе, конечно, Анатолий Константинович вогнул все свое творчество при мне, все это вот творил. И я его знаю, и стиль его знаю, и манеру работы, и, в общем-то, и как психологию человека, как художника, в общем-то, знаю. Ну, человек степенный, монументалист. А монументальное искусство не терпит суеты. И поэтому, в принципе, его работы, они видно, что они действительно монументальные, очень обобщенные, и идейно, и как и по форме, как скульптор вот понимает. Скульптура монументальная – это все-таки имеет синтез с архитектурой, с пространством, с ландшафтом, со зданиями и так далее, что находится в городе или
или за пределами где-то в пространстве природы, может быть. И он это чувствует очень хорошо. Это видно. И спасибо тебе за то, что вот именно, что ты есть такой скульптор. Я от души тебя поздравляю. Спасибо. Анатолий, ну, хотелось бы видеть еще вот и в дальнейшем вот новые какие творения. Возвращайся в эту стезю. А то он ушел в это, тоже, так сказать, связанное с хорошим творчеством, это типография. И в типографии много издается, именно вот типография Брындинов тоже издает много работ, связанные вот с творчеством художников нашей республики. Много было выпущено и, в общем-то, и альбомов, и каталогов и так далее. Вот. А от имени Союза художников я, конечно, поздравляю, вот именно от имени правления, от себя лично как председателя поздравляю. Желаю здоровья, успехов и в творчестве успехов. Вот. И, естественно, требует внимания, большого внимания, анализа вашего творчества. И я думаю, что направление как-то надо будет повнимательнее посмотреть, вот именно на то, что было сделано на протяжении всего этого творчества, потому что скульптор, монументалист, он отрезками не может оцениваться. Это надо смотреть в целом. В целом, понимаете, и только тогда можно судить о человеке, о его достоинстве, о его вообще величине. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Анатолий Константинович не только скульптор, не только издатель, он еще и большой общественный деятель. Вот уже 11 лет он является членом общественного совета при наместнике Свято-Троицкого монастыря. И благодаря его благотворительной деятельности, в общем, идет большая работа просветительская в городе, где наши ученые рассказывают о истории города, о его корнях, традициях. И, в общем, все это издается в замечательном альманахе «Троица», который тоже издается при наместнике Свято-Троицкого монастыря. Поэтому мы предоставляем слово архимандриду Василию Паскье. Пожалуйста, ваше высокопреподобие. Я хотел вам вручить благодарственное письмо. Брындину Анатолию Константиновичу. Дорогой Анатолий Константинович, в день вашего юбилея искренне благодарю вас за совместную работу, за проект осуществлением двух с общественным советом, где вы активный участник, за безотказную помощь, когда то вы к вам не обратиться. Милостивый Господь благословил вам житействовать в неутомимых заботах, ибо сказано у псалмов певцами: дни лет наших, них же 70 лет, а же в силах аж 10 лет. И множе же их труд и болезнь, яко приди кротость на них и накажемся. Это Псалм 89. Пусть Господь дает вам еще много лет жизни в мире, цела, честно, здраво, благоденствующая, благополучия и любви. Спасибо. Витя Ивака, И отец Василий нам. хотя вы много лет живете, и вы окружаете светом. Нельзя, что свет жил под студом. Да.
Потом зажигаю вот этот свет, свечи, вот, даже можно и добавить это, что и этот свет еще благоухает. Вот, здесь надо открывать. Так. Что этот свет благоухает в вашей жизни. Вот так. Очень скромный, но 80 лет вашей юбилей, я думаю, что уже этот свет должен быть уже наверх, чтобы все видели. Вот. И еще нашел такой книги, это «Герои России». Вас еще там нет. Но я нашел следующий выпуск, было бы хорошо, что вы там это были. Мы согласны. И для просвещения нашей жизни недавно у нас был Чебоксар мощи правильного Алексея, Бусуманский, это наши соседи, это Кумышки уездом. Одна девушка тоже это книги создавала за основание архива. Вот, что я хочу сказать. Вот этот человек, это не только член общественный наш совет, я бы сказал, что назвать его друг. Я люблю идти к нему, там издательство, мы чайку и кофейку пьем, и мы можем рассказывать о всем. Все, что у нас на душе. Без барьеров, все искренне, мы практически как на исповедь. Вот. И он меня очень дорогой для этого, потому что на самом деле мало людей, которые, кому можно идти и говорить искренне. И он также искренне мне говорит все свое печаль, беда и радость, конечно. Вот. Потому днем это настоящий друг. Хотел бы, что это юбилей, дай ему еще много радости, любви, вот, и что наша дружба, она была крепкой. И во много лет. Спасибо, дорогой отец Василий. А сейчас слово для приветствия мы хотим передать главе Ингорчинского сельского поселения, потому что в этом поселении вот в этом году исполнилось 50 лет мемориалу, который был создан Анатолием Константиновичем в честь погибших воинов в Великую Отечественную войну. И то, что 50 лет этот замечательный мемориал находится, так сказать, в очень хорошем состоянии, вокруг него происходят различные памятные мероприятия. Это, наверное, благодаря людям, которые живут в этом поселении. Пожалуйста, Сергей Робертович. Добрый день, Анатолий Константинович. Добрый день, уважаемые участники столь замечательного события. Прежде всего, Анатолий Константинович, спасибо за предоставленную возможность поздравить вас на столь замечательном мероприятии. Мне посчастливилось родиться в селе, где находится одна из работ Анатолия Константиновича. Это скульптурно-архитектурный мемориал, посвященный погибшим воинам в Великой Отечественной войне. С детства росли при величии данного мемориала, как у нас жители поселения называют по-простому обелиск. Хочется поблагодарить Анатолия Константиновича за вот это творение от имени жителей всего поселения. Потому что около данного обелиска, так и хочется назвать обелиск, потому что жители так и называют его постоянно на устах у всех это слово. Все мероприятия у нас проводятся. Также в этом году провели молебен, пригласили, службу отслужили также. 9 мая, 50 лет, Анатолий Константинович сам лично посетил данное мероприятие. Спасибо большое, Анатолий Константинович, за вашу работу, что имеем возможность прикоснуться к частичке такого величия. Спасибо. Спасибо большое. Минуточку внимания.
Вот Сергей Робертович Петров, он только лишь в декабре месяце, всего лишь 8 месяцев, как он работает на этом посту. И мне приятно, что вот этот человек, пришедший, он очень внимательно относится к моему монументу. Мы проводим много всяческих мероприятий. И самое отрадное, что я ему звоню: Сергей Робертович, надо что-то сделать, что-то надо сделать, надо написать, траву скосить. Он откликается, все делает. Я очень рад, Сергей Робертович, что вы есть, и дай Бог вам доброго здоровья и успехов в вашей очень сложной работе. Все-таки глава поселения, вся лежит ответственность за быт и жизнь ленгорченцев. Успехов вам. И это вот ваша библиотека. Спасибо. Пользуясь моментом, хочу заверить, что данный мемориал будет сохранен, и всегда будем рады приветствовать вас для посещения. Также у нас имеется отличная картинная галерея. Всегда ждем вас в гости. Спасибо. Спасибо большое. А сейчас, после слов приветствия, можно переходить к теме. А тема – это презентация книги. Книга, которая вышла в 2019 году, но она очень долго шла через тернии, а вы знаете, что 2020 год был для всех очень сложный, и поэтому вот презентация книги, ну так, может быть, и промыслительно совпало с юбилеем Анатолия Константиновича. И вот я хочу предоставить слово профессору Михаилу Григорьевичу Кондратьеву, но в то же время сказать, что Михаил Григорьевич не просто говорит о книге, он еще сейчас и исследователь творчества автора книги Трофимова Алексея Александровича. Так что у нас очень такой будет, я думаю, что замечательный доклад об этих удивительных людях. Спасибо, всех приветствую. Я особо Анатолия Константиновича приветствую сегодня, естественно. Ну, у нас дружба с Анатолием Константиновичем очень интересно началась. Я не буду, конечно, вдаваться в подробности, но вот когда началась перестройка, и он поверил в нее, и я поверил, 85-й год, и мы встретились в райкоме партии. Был шаг в эту сторону, но потом это все быстро прекратилось. Членами партии не стали. Коммунисты мы сидели с вами за одной партией. Да, ну это наши с вами, так сказать, секреты личного общения было. И я думаю, все люди нашего поколения помнят, как мы верили в это и надеялись. Ну вот, с тех пор прошло много лет. Мы продолжаем жить и в новых условиях. И вот сегодня у меня задача другая совсем, чем с воспоминаниями заниматься. А вот хочу начать с того, что сегодняшняя презентация именно книги – это встреча двух личностей, не просто каких-то специалистов. Вот один искусствовед, другой монументалист-скульптор, издатель он сейчас. Вот. Эти личности, Алексей Александрович Трофимов, автор книги, и Анатолий Константинович Брындин, оба, можно сказать, оставили след в истории нашей культуры и в искусстве, и в искусствоведении. Вот. Герою книги повезло. Я считаю, повезло, потому что книга, я ее сейчас перечитал, написана не просто профессионально, с проникновением в природу творчества героя книги, и в своеобразном стиле написано, каким всегда отличался автор этой книги Алексей Александрович Трофимов. С ним мы тоже еще больше по десятилетиям общались, всю жизнь, можно сказать. С 1971 года я с Алексеем Александровичем общался, поэтому действительно есть о чем говорить и о чем размышлять. Но вот эта книга не просто с проникновением в творчество написана, а с огромным уважением к Брындину человеку и с большой любовью к его искусству, к его творчеству.
Вот темой своего труда Алексей Александрович Трофимов так обозначает тему, цитирую его: «Время и пространство, как в философии, искусстве, так и в жизни, взаимосвязаны». Он берет самые большие категории, значит, философии, время и пространство. Они находятся в вечном движении. Это тоже категория философская. Все это в движении. И вот в это пространство времени, он берет все это в один клубок, вплетены. Смотрите, что он туда включает, как бы пытаясь обозначить основные моменты, о чем он будет говорить в книге. Рождение, первое слово, первые шаги, встреча с судьбой, все что угодно подразумевается, встреча с судьбой. У любого человека это есть. Стремление познать добро и зло, с большими буквами добро и зло. Это сущность внутренней жизни Анатолия Константиновича. Этапы творчества и борьба. Любой человек, который занимается вот в рамках этих категорий, конечно, вынужден бороться и с самим собой, и с внешней средой, и с временем совсем. Вот Трофимов говорит, и борьба в пространстве и времени Анатолия Константиновича Грудина. Вот в нескольких словах он обозначил эту свою проблему, чего он хочет сказать в книге. Ну, здесь я хочу слова Карла Маркса привести. Это, может быть, не модный философ, но это один из великих мыслителей в истории. Насколько вот я знаю, приписываются ему слова. Сам Маркс это вроде бы не написал, но ему приписывают. Поэтов, в широком смысле мы художников будем подразумевать, поэтов надо хвалить, иначе они не будут петь. Знаете, эти слова, там, где вот в источнике я это все, так сказать, поймал, эту мысль, речь шла, естественно, о каких-то великих людях, о великих талантах. Ну, Маркс говорил о Генрихе Гейне в данном случае, которого он хвалил, и объяснял, что надо хвалить, чтобы он пел и дальше. Так вот, книга, о которой сегодня мы говорим, она стала последним прижизненным изданием искусствоведа Трофимова. Ну, во-первых, она заслуживает внимания тем, что фактически это его завещание, творческое завещание, и пример того, что Алексей Александрович Трофимов придерживался этого же мнения. Мы с ним Маркса в данном случае не обсуждали, но мнение Трофимова как раз вот было такое, что истинный талант нуждается в такой поддержке, а он понимал масштаб и уникальность творчества мастера монументального искусства, такого мастера, как Анатолий Константинович. Это вовсе не значит, что Трофимов просто поет дифирамбы, хвалит и все. Читайте внимательно, в книге анализируется его искусство. Иногда Трофимов не соглашается с тем или иным решением. Анатолий Константинович, конечно, он-то первый это все прочитал, знает. Но я думаю, что, и не буду цитировать, кто хочет вникнуть в это, читайте сами. Книга стоит того, чтобы читать и следить за мыслью автора. Ну, вместе с тем, это не отрицание тем ушедших советских времен. Ведь половину творческой жизни, половина прошла на советские времена, а вторая половина вот сейчас продолжается на постсоветские. И критерии искусствоведа Трофимова, который анализирует это, не плоские такие социологические, как сейчас, ну все советское, оно, так сказать, ушло, и оно не заслуживает вот, тех оценок, которые когда-то оно получало, и такого осмысления. У Трофимова критерии чисто философские и эстетические. Он пишет, произведения скульптора анализируются сквозь призму того времени, когда они создавались. И в истории искусствознания
творения искусства прошлого всегда рассматриваются в связи с той эпохой, когда они создавались. Ну, надо ли здесь подробности об античном искусстве, о средневековом искусстве монументальном мы судим, о эпохе Возрождения. Это все равно не современность. И критерии их оценок там, в той эпохе. Вот идея Трофимова, что так и надо оценивать творчество современных мастеров. Поэтому он называет Анатолия Константиновича художником двух эпох. Видите, там даже это на выставку заголовочек поставили. Да, две эпохи прошли, одна ушла, а другая пришла, пишет Трофимов. И он вскрывает личную эволюцию творчества Брындина. Помимо вот такого эстетического анализа, искусствоведческого, он личную эволюцию прослеживает. В одних случаях, пишет Трофимов, пластический язык, применяемый автором, тесно связан с классической школой искусства, скульптуры. Это вот начальный, видимо, первый период творчества Анатолия Константиновича. А в других вот этот пластический язык совершенно новый, индивидуальный. И Трофимов показывает. И вывод искусствоведа, цитирую, это на программке, не на программке, на приглашении распечатано. Творчество Анатолия Константиновича Брындина не только высокообразное, но и совершенно новое слово в развитии стилей, принципов и методов стилеобразования. Вот так на примере творчества Анатолия Константиновича подтверждается теоретическое обобщение современного искусствоведения. Между прочим, я посмотрел старую статью Алексея Александровича еще 80-х годов. Там еще не могло быть этого, потому что здесь он цитирует уже современные издания о истории, о скульптуре современности. Значит, он пишет так. Он цитирует, вернее, вот мысли современных искусствоведов. Вклад скульптуры в становление и развитие современной художественной культуры весьма весом. Это с одной стороны. Об этом и уважаемый Владимир Порфирьевич Нагорнов сказал, надо оценивать вклад в целиком. А в некоторые периоды, цитату продолжаю, скульптура играла лидирующую роль в художественных поисках эпохи. То есть скульптура, как и архитектура, она формирует вот то пространство, в котором мы существуем. Я вот как раз постарался избежать подробностей и прочего. Вот это основные мысли, которые в книге Трофимова связаны с творчеством и вообще с ролью вот этого монументального искусства, в котором в нашей культуре большую роль сыграло творчество Анатолия Константиновича Брындина. Я там, кстати, в своей статье в послесловии к этой книге написал, вот пройдите по проспекту Ленина, начиная от музея Чапаева и до Карла Маркса, и дальше сколько мы найдем произведений Анатолия Брындина. Там не написано, и нынешнее поколение могут просто не знать, что десяток произведений, причем выдающегося качества, и мастерства и образности. Это формирование облика, ну, мы говорим о Чебоксарах, вот Капелла прекрасно спела о Чебоксарах, все, Анатолий Константинович, не только Чебоксары, ну, вот Ян Горчина здесь уместно напомнила о том, что он сделал, а тот, кстати, памятник, монумент, который в Ян Горчине, это уникальное на фоне, может быть, не только советской, а вообще современное отображение вот этой проблемы. Вот. И таким образом я, во-первых, хочу поставить точку такую, что перед нами великолепное произведение искусствоведения, которое где-то паритет, достойный уровень занимает, поднимает и творчество своего героя Анатолия Константиновича Брындина. Я вас поздравляю с тем, что вы получили такое отображение своего искусства в большом контексте современной культуры. Ну и желаю вам здоровья и прочего-прочего.
Спасибо вам. Спасибо, Михаил Григорьевич, за ваш замечательный анализ и, как говорится, оценку творчества Антона Константиновича. Да. А сейчас слово еще одному искусствоведу, Юрию Васильевичу Викторову, который, в общем, тоже автор книги об Анатолии Константиновиче, более ранней. Поэтому просим сказать всего несколько слов. Добрый день всем. Сейчас делаю вывод. Очень жаль, что вот эту книгу, о которой вы сейчас вспомнили, я не принес с собой. Чтобы вот так вот показать, которая в 2001 году была издана. Анатолий Брыгин, скульптор, монументалист. И, конечно, работая над этой книгой-альбомом, я очень тесно общался с Анатолием Константиновичем. Мы ровесники, 1941 года рождения. У нас очень много общего во взгляде на жизнь, на восприятие того, что происходит в обществе и так далее. И Анатолий Константинович очень искренне рассказывал о себе, о своей жизни. И мне хотелось все это отразить. Не просто вот в таком-то году создал такое-то произведение, в таком-то, такое-то, далее. А ой, спасибо, замечательно. Вот мы можем видеть и книгу с выставки. Это супер-обложка. Первая работа Анатолия Константиновича на родине в Канашском районе, Михаилу Сеспелю. Кстати, об этом тоже, наверное, я скажу. Анатолий Константинович, позволите, да? Вот обложка. В общем, и макет книги, и художественное оформление, и полностью все, как тут распределено и так далее. Автором является как художник книги за случае. Я, может быть, не в ту сторону сейчас иду. Ну, это как бы перекличка произведения о юбилее. Вот полностью, значит, и о каждом произведении как бы отдельная глава. Покажи эту мой Толю Иванов. Покажи все. Что показать? Толю Иванов и я. Вот там все пальцы заложены. Сейчас. Да, это обязательно. Вот, сейчас. Вот два автора Янгошевского монумента, по-разному сегодня называли. Анатолий Иванов, прекрасный художник, к сожалению, очень рано ушедший из жизни, и Анатолий Брыгин на фоне уже совершенного своего выдающегося произведения. Действительно, об этом надо говорить. Такого произведения нет. Ни в Советском Союзе не было, тем более теперь в России нет. И вряд ли будут созданы. Это надо было жить, пережить и создать вот такое чудное произведение. Обязательно надо читать книгу и Трофимова. А кто не читал эту книгу, это тоже надо читать, чтобы знать, как она написана. Тут, в общем-то, как она проиллюстрирована и так далее. Я очень рад, что эта книга свершилась, получилась. Кстати, с Алексеем Александровичем я общался в процессе создания. Он тогда работал директором нашего института. И даже было время, я, к сожалению, поздно нашел его работу, его статью, написанную в 1990 году, посвященную монументальной скульптуре Чувашии. И там Анатолий Константинович пишет. У меня уже все было написано. И как быть, статья великолепная, большого ученого, искусствоведа. И пришла такая мысль, включить
его статью, включить его статью в эту книгу. И она называется А.А. Трофимов «Мастерство и высокая образность». Это о творчестве Трофимова, который пишет о творчестве Анатолия Грындина. У Алексея Александровича даже была мысль: Юрий Васильевич, давайте в соавторстве издадим эту книгу. Виктор Трофимов. Я говорю: Алексей Александрович, книга уже написана, просто я вашу статью, ваш материал о Грындине в полном объеме включаю в эту книгу. И так оно получилось. В 2002 году книга была вот эта вот презентирована в нашем гуманитарном институте, и Алексей Александрович там выступил с первым словом. Новая книга о чувашском искусстве. Ну и другие там выступали. Я не знаю, что мне будет, как будет, я немножко волнуюсь. Поздравить и... О, спасибо. Дорогой Толя, я очень рад, что о твоем творчестве, выдающемся творчестве, издана такая великолепная книга. Талантливого искусствоведа. Такого искусствоведа Чувашии у нас нет. Я надеюсь, может быть, со временем будут. И обязательно появится третий искусствовед, который напишет о вас книгу. Давайте за это поаплодируем. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Спасибо. Вот видите, как сошлось, что два автора, вот, и два издания о нашем замечательном юбиляре. А сейчас слово предоставляется еще одному искусствоведу, Антонина Ильинична. Несколько слов, пожалуйста. Мордвинова Антонина Ильинична, наш тоже ведущий искусствовед. Я рада приветствовать здесь всех. И, конечно, Анатолия Константиновича, который является не только художником большим, но и моим учителем по художественному училищу. Так что первые уроки скульптуры и последние – это от вас, Анатолий Константинович. Хочу сказать, что вообще изучение скульптуры, оно началось ведь только-только. Это 21 век. Это вот книга-альбом замечательный Юрия Васильевича, вышедший в 2001 году, Анатолия Константиновича. В 2003 вышла моя книга о скульпторе Нагорнове. Сейчас уже в издательстве, уже на выходе, еще одна книга Юрия Васильевича Виктора, большой альбом о скульпторах Чувашии. Там почти 20 авторов скульпторов. То есть вот такая обширная картина развития скульптуры в нашей республике. И это очень важно, конечно. Ну вот, книга, в первую очередь, берешь ее в руки и оцениваешь дизайн, который, конечно, великолепен. И, на мой взгляд, замечательно все это от начала и до конца. И внутри все организовано замечательно. И здесь мы видим замечательное произведение большого художника, очень такого высокого искусства, портрет Врубеля. Художника, которым Анатолий Константинович восхищался и восхищается. И, конечно, вот в этом я в первую очередь вижу противоречие. Книга называется «Монументалист». На обложке мы видим камерную работу, портрет Врубеля. Памяти Врубеля, простите, пусть это так называется. И знаете, я стала думать, что, наверное, это очень верный ход, потому что по сути своей, по характеру своему, Анатолий Константинович ведь очень тонкий психолог, ведь он же портретист замечательный, и это художник необычайно тонкого, чуткого восприятия жизни, очень острого восприятия
жизни, с чувством справедливости и правды просто невероятный, насколько я знаю его как человека и как художника. И здесь, наверное, не случайно появляется этот портрет на обложке. Дальше мы, вот, наверное, особенность как раз вот дальнейшего пути, дальнейшего развития Анатолия Константиновича именно в том, что он преодолевает это природное, великолепное природное качество психолога, такого камерного художника, и создает произведения монументальные. Все-таки по образованию художник-монументалист, от этого никуда не денешься. И вот в этом преодолении, конечно, вот в этом выходе к монументальному, это, конечно, особая черта, особая сила, я бы сказала, Анатолия Константиновича. И здесь уже, наверное, вступает в силу другая его черта. Абсолютно точно. Я в жизни своей видела мало людей, патриотов в лучшем смысле этого слова. Чувство Родины, своего народа, своей земли. Это настолько мощно в человеке, в Анатолии Константиновиче, что вот это чувство как раз и помогает ему создавать великие, большие и монументальные произведения. Это, наверное, очень важно, вот именно вот в силе вот этого гражданского посыла, что ли. И здесь я, конечно, хочу еще раз вспомнить этот монумент в Янгорчино, посвященный павшим в Великой Отечественной войне. Никакая фотография не передает силы и оригинальности этого памятника. Это надо видеть воочию, потому что этот памятник буквально потрясает своим огромным чувством горечи от этой войны. И огромным, это вот просто поклон воину, поклон русскому солдату. И его надо обойти, конечно, со всех сторон. И вот я ездила с Анатолием Константиновичем туда вместе с сотрудниками Русского музея, приехавшими из Петербурга, которые оценили эту скульптуру памяти в Лобеле, она теперь в собрании музея, Русского музея. И они были тоже потрясены силой вот этой мощью именно вот Янгорчинского памятника, потому что он открывается со всех сторон совершенно по-разному. Он просто подавляет вот этим внутренним каким-то чувством. Я считаю, что это вот и остальные памятники, и памятные знаки я очень ценю, потому что это вот истинная такая скульптура профессиональная. Но здесь вы превзошли, я считаю, как скульптор-монументалист, и себя, и такого уникального памятника, конечно, просто нет. Я бесконечно благодарна вам, что мы с вами общаемся, что мы в общественном совете. Вы наша совесть вообще-то. И удивительно теплый и добрый человек Анатолий Константинович. Спасибо вам за все. Спасибо, дорогая. Ну, наша замечательная книга – это еще в какой-то мере и учебное пособие для будущих художников и скульпторов. Поэтому мы приглашаем сюда директора художественного училища Владимир Николаевич. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Константинович, присутствующие. Вот сейчас смотрю, слушаю, и чувство гордости переполняет за то, что Анатолий Константинович – это выпускник Чебоксарского художественного училища. Сегодня молодое поколение, которое учится, мы все равняемся вот именно на такие личности. Анатолий Константинович, он не просто скульптор выдающийся, он не просто замечательный руководитель, создав такую типографию, он еще и большой друг, не просто выпускник Чебоксарского художественного училища, он еще и большой друг художественного училища, он меценат нашего училища. И когда возникают какие-то вопросы, Анатолий Константинович всегда рядом.
Он всегда готов встретиться с студентами нашего училища, поделиться опытом, рассказать, каким было училище. И работая уже 12 лет директором художественного училища, знаете, я почувствовал вот это вот пристальное внимание выпускников художественного училища старшего поколения. Молодые, они еще как-то вот вылетают, и у них свои проблемы, свои решения, там, вершить свою судьбу, а вот старшее поколение, они уже так смотрят и как-то вот так вот, и встречаясь с Анатолием Константиновичем, вот знаете, вот такое чувство, вот какое-то вот, что он наставник, он эксперт, и вот многие вопросы, многие моменты, вот просто приходишь к Анатолию Константиновичу, и вот поговорив как-то так, даже по душам, нет такого, знаете, ты должен сделать, нет. Вот просто из каких-то вот бесед начинаешь понимать, что надо делать так, надо делать вот так, надо выходить из ситуации. И это ведь не только Анатолий Константинович, это практически все выпускники. Вот 1 сентября мы будем открывать выставку Анатолия Петровича Рыбкина. То есть вот он приезжает с работами, и он тоже все время с нами рядом. И вот это можно сказать, ну, про всех наших выпускников. Вот Нина Ильинична тоже. И от этого становится, знаете, очень ответственно и перед обществом, перед этими выпускниками, перед самим училищем. Настолько, что таких людей готовят и выпускают в художественное училище. И вот сегодня это не просто знаменательный и торжественный день для Анатолия Константиновича. Художественное училище разделяет эту радость, это событие, это и наше событие тоже. И поэтому Анатолию Константиновичу хочется пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, Анатолий Константинович. Крепкого здоровья. Хочется пожелать вам творческих успехов и вдохновения. Вдохновения. Поздравляем вас с юбилеем. Мы очень рады за вас, Анатолий Константинович. Спасибо большое. Так, сейчас. Владимир Николаевич, спасибо большое за теплые слова. Да, действительно, художественное училище для меня это очень... Это тот самый трамплин, с которого началась моя творческая деятельность. После окончания художественного училища я отработал год в областном комитете КПСС, в Доме политического просвещения. У меня в этом второй книжке первая запись написана «Обком КПСС». Прошел большой творческий путь. Я никогда не могу забыть художественное училище, наших педагогов, великолепных педагогов. Спасибо вам за теплые слова. Я хочу сказать, Владимир Николаевич, это вам лично. Спасибо большое. А это в библиотеку художественного училища. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Это мы покажем нашим студентам, и они будут это изучать творчество Анатолия. Я же не зря сказала, что учебное пособие уже у вас готово. Город – это, конечно же, великолепная скульптура. Не случайно греки создали свою замечательную цивилизацию, находясь среди великолепных произведений скульпторов. Да? Нельзя, наверное, стать никем, когда тебя окружает такая красота и мужество. Но город – это еще и архитектура. Поэтому вот это все как музыка в камне и в других замечательных материалах. У нас здесь сегодня есть Сергей Пантелеймонович Лукиянов, председатель Союза архитекторов нашей республики. Пожалуйста. Добрый день. Очень приятно быть на этом мероприятии. Меня очень вдохновило тоже вот вступление нашей замечательной капеллы, классик, которая исполнила о чудесном городе Чебоксары-Шабашкар, о тех замечательных людях, которые здесь живут, трудятся, работают, которые жили здесь. И
один из, наверное, самых замечательных людей, которых я уважаю, человек с большой буквы, это Анатолий Константинович, конечно, Брындин. Что вот мне очень важно, то, что Анатолий Константинович, он человек очень вдумчивый, очень такой искренний и добротный, что ли, по отношению к своим объектам. И в свою работу он включал понимание градостроительной ситуации, понимание места, уголка в нашем сквере, допустим, или где-то, значимость этого места. И иногда из ничего, вроде бы казалось, получалось просто замечательная вещь, вот как памятник. Вы говорите, не памятник, конечно, я его на уровне памятника ставлю, это Николаев. Замечательная работа в содружестве с архитектором Орешником Анатолием Борисовичем. Я знаю, что они были большими друзьями с Филатовым Владимиром Николаевичем. Мы сегодня видим произведение в Новочебоксарске, которое он сделал с Шимаревым архитектором, Борис Михайлович, да. И многие другие архитекторы, которые вот, моего поколения, а мы моложе, я вот поколение, наверное, после, как раз вот, пришли мы где-то только в 86-х, 85-х годах. И эти наши учителя, которыми мы гордимся, которых мы знаем, ценим, изучаем, и они являются вот связующим звеном тех двух больших эпох, которые вот здесь вот отражены. Связь, которую мы не будем нарушать, мы будем ее сохранять, развивать. Ну а труды, нельзя не сказать, конечно, Ян Горчин, я тоже был с Анатолием Константиновичем, когда я увидел, вот на бумаге не воспринимается на самом деле это дело, а вот в натуре, тем более он так сделан конструктивно, очень задумчиво и так далее, такой большой монумент стоит буквально на и конструктивно, как это делано, насколько это, и стоит ведь 50 лет. И никаких, мы обходили, посмотрели техническое состояние. Супер. Сделано было супер. И я знаю, что Анатолий Константинович душа болит и дальше этот комплекс развивать. И найдутся умные люди, которые поддержат его идею вместе с замечательной выставкой художественной «Героев войны» этот комплекс обогатить до более реального воплощения. И это обязательно, я думаю, состоится. И мы будем видеть дальнейшую творческую деятельность Анатолия Константиновича в нашем родном городе Чебоксары, в нашей родной республике, в нашей любимой стране. Спасибо большое и поклон от всех архитекторов и от меня лично. Сергей Пантелеймонович, Сережа, от имени, вот, от твоего имени я как бы обращаюсь ко всем архитекторам, с которыми я был очень дружен. Понимаете, когда я приехал после Ленинграда, первая моя дорожка, по сути, не в Союз художника, а в Союз архитекторов, ваше архитектурное заведение, с первым директором, с которым я общался, потом приехали Филатов, Орешников, Борис Михайлович Шимарев. Это какая-то плеяда, которая оставила у меня в моей душе очень многое. Сергей Пантелеймонович, я очень рад, что я общался с архитектором. Я вообще рад, что и с тобой мы общаемся. Спасибо тебе большое за теплые слова. И мой подарочек, это тебе. Спасибо большое вам. Какой молодой, а? Правильно живут. Что такое настоящее творчество? Это молодость. Художники, архитекторы, но как же без работников музеев? Здесь у нас Геннадий Васильевич Козлов. Давайте, Геннадий Васильевич. Директор художественного музея Чувашского государственного художественного музея. Пожалуйста. Дорогой Анатолий Константинович, дорогие друзья,
Вы знаете, мы счастливые люди. Вот все, которые мы здесь находимся, мы люди счастливые. А счастливые мы потому, что мы в такие перемены, являемся свидетелями таких перемен стремительных, что в обществе, что в социальном устройстве нашей страны. И мы еще свидетели юбилея Анатолия Константиновича. Ведь никто не скажет, что Анатолию Константиновичу 80 лет. Ну, 60 максимум. 60. Анатолий Константинович, вы знаете... Я согласен. Да. И знаете, на мой взгляд, все это происходит потому, что Анатолий Константинович по своей природе очень добрый и честный человек. Вот доброта в нем, она, ну, вот она живет. Вот. Когда с ним рядом находишься, понимаешь, что это человек абсолютно бескорыстный и добрый, и порядочный. И вот это его отличает от многих художников. Мы художники корыстные люди, к сожалению. Мы думаем о своем благе, о своих произведениях. А творчество Анатолия Константиновича, оно уже вошло в канву нашей жизни, нашего города. Ведь сказали, вот, проходя от железнодорожного вокзала до гостиницы Чуваши, десятки памятников, которые принадлежат Анатолию Константиновичу. Но они уже стали частью города, частью архитектуры, частью любви и мышления горожан. Потому что эти памятники, они уже вплетены в канву, в энергию этого города. Так что, Анатолий Константинович, я счастлив, что я знаю вас. Я счастлив, что вы вот, уже выпустили по своему творчеству вторую очень серьезную монографию. И я очень рад, что я являюсь поклонником вашего творчества и могу считать себя вашим другом. Спасибо вам огромное. Долгих вам лет жизни и здоровья. Здоровья. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо, Владимир Васильевич. Я тронул теплые слова. Действительно, мои друзья. Ну и все-таки как так там намекни, что действительно мне 60 лет пусть будет. Ладно? Хорошо. Все. Спасибо тебе. Творчество, оно как-то тесно переплетается с изобретательством и рационализацией. Вот мы попросили у нас слово Комиссаров Василий Варсонофьевич, который и является представителем Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Дорогие друзья, поверьте, вот я с удовольствием пришел на нашу встречу, и вот та аура, дух, слова о том, что здесь люди, единомышленники в этом зале собрались идейно и духовно объединенные под впечатлением нашего юбиляра. И сегодня, конечно, в этот день мне бы хотелось от души поздравить и пожелать долгого здравия, благополучия, успехов и подарить вам вот эту книгу. Михаил Григорьевич принимал участие тоже в этой книге, описывая и воспоминания о нашем Павлове, на улице которого в селе Богатырево появилась наконец-то обмощенная улица. То есть идет движение вперед, и вот тот вклад в становление, процветание нашего города, нашей республики, а я себя вспоминаю мальчишкой более 50 лет, кто помнит наверняка из ветеранов Колбасов. У меня был первый учитель, Дом пионеров, кружок изобразительного искусства, и был учитель у меня кружка Колбасов, который проживал в городе Баксарске. Возможно, но это настолько памятка моей жизни, которую мне лично передал такое желание, связь, заниматься чеканками, работать, резьба по дереву, которые, значит, оставили свой след в моем, я считаю, духовном воспитании. Но в последующем жизнь изменилась по-другому, и у меня жизнь пошла, и я вот сейчас занимаюсь вопросами изобретательского, творческого такого направления в нашей творческой среде интеллигенции. Вот
я бы сказал, вот это дух, он объединяет как художников, количество скульпторов. И здесь я вам написал теплые слова с почтением и почитанием вашего таланта, вашей верности во благо нашей Чувашской Республики. Бутируется, ну я не буду отвлекаться, но мысль о том, что комиссар Гурий Иванович, вот я неожиданно узнал, что я из этого рода, и планируется ли там вынашивается мысль имени комиссара назвать улицу, хотя на родине мы вот с гуманитарным институтом, с национальной библиотекой в этом направлении чествуем, занимаемся, и наверняка, хотя памятная на школе Богатыревской имеется монументальное изображение памяти Гурия Ивановича, и я думаю, что Анатолий Константинович примет участие в формировании скульптуры, памятника, в память о нашем чувашском интеллигенте, историке, философе, ну, он разносторонний, который сейчас, в настоящее время, как бы, признан, узнан, и я вот с волнением. Спасибо большое. Спасибо. Вы молодец. Спасибо. Успехов. Спасибо. И хранит вас. Спасибо. Дорогие друзья, люди, которые хотели и готовились сегодня сказать свое слово о книге, о нашем юбиляре, в нашей программе исчерпаны. Но здесь я знаю очень много друзей. Может быть, кто-то еще хотел бы сказать слово. Мы будем рады. Вот. Желающих много. Может быть, даму сначала уважим. Нина Александровна, пожалуйста. Но очень коротко, пожалуйста. Очень коротко. Говорит длинно. Нет, Анатолий Константинович, раз уж вы мне, так сказать, дали бразды правления, будем... Толик, дорогой, Анатолий Константинович, но для меня Толик, извините, Толик, потому что еще с художественным училищем мы однокурсники. Толик, хочу сказать, что твое творчество такое грандиозное, такое мощное, что оно давно переросло статус Чувашской Республики, давно уже имеет российское значение. Еще тогда, в давние времена, уже несколько десятков лет, когда создал с Толиком Ивановым свой мемориал «Сквер Чапаева», уже тогда это была такая огромная значимость, которая и сейчас превосходит много других произведений российских скульпторов, художников. Спасибо тебе огромное за твой труд. И я хочу сказать, что это действительно звание должно быть именно заслуженного художника Российской Федерации. Я бы даже народного дала бы, потому что статус уже давно перешел России именно мирового значения твоих произведений. Но я хочу сказать еще другое личное, о личных качествах моего дорогого друга Толика. Сегодня же не только великая презентация книги, но и юбилей, день рождения. Я хочу вспомнить, что 61 год назад, когда мы с Толиком учились на одном курсе, на 4-м курсе в художественном училище, я вышла замуж за однокурсника Сашу Лимасова. Я была тогда такая, знаете, как ангел в облаках, парила, и была в такой эйфории, что ничего не соображала, ничего не видела. Это все-таки выйти замуж, это семья, это новая семья, это какие-то новые условия. Для меня это не существовало. Где жить, что жить, я об этом совершенно не думала. Толик спас. Толик приютил под крышей своего дома, то тетя Катина своего
ведомо, с твоего позволения, с твоего добра. Спасибо, низкий поклон. 4 месяца мы жили под крышей дома Толика. Счастливые, довольные, радостные. И тогда я по молодости лет не соображала, даже не понимала значимость этого жеста. Теперь, по происшествии такого времени, а это было бесплатно, 4 месяца мы жили бесплатно под крышей дома своего. И сейчас я думаю, Боже мой, какой же у меня друг. Вот время это подсказывает. И говорят, Анатолий Константинович, у нас есть национальный герой, Андриан Николаев. И мы бы хотели создать ему памятник. Но вы понимаете, что памятник сделать мы не имеем права. Дважды героем Советского Союза и соцтруда по решению ЦК КПСС и Совета Министров ставились бюсты на родине героев. Андриану Григорьевичу бюст такой с Шоршев стоит. Анатолий Константинович, вот попробуй, сделай, разработай такой проект. Может быть, тебе что-нибудь получится. Я сделал 2 полета, 2 камня. И чтобы не было такого абсолютно портретного состояния, я отделал ему гермошлем. И когда этот проект я показал на том самом высшем уровне, они были просто шокированы и говорили, ну как же так, ты так молодец. И Леонид Прокопьевич хлопал меня по плечу и говорил, ну какой ты молодец, как ты здорово. Мы вышли из этого положения. Памятник открыли, они были удовлетворены и благодарны мне. Вот для чего я рассказал это. Когда живой человек, ему памятник нельзя было ставить. Я думаю, что и сейчас не совсем этично. И мы назвали памятный знак. Улица названа именем космонавта Андриана Григорьевича Николаева. Памятный знак. Но сейчас Андриана Григорьевича нету. Это уже не памятный знак, это, по сути дела, как памятник. Я так думаю, я так считаю. Ну и еще что хочу сказать, что на протяжении всей своей творческой деятельности, были моменты всякие. Я с удовлетворением, конечно, хочу сказать, все, что мною было сделано. Вот сейчас меня спрашивали, какое ты у тебя лучшее произведение кому-то. Я говорю, это же мои дети. Как скажешь, который из них лучше, который хуже. Да, конечно, я приезжал в Янгорчино. Вы понимаете, у меня сердце трепещет. Я откровенно говорю, мне верится, что это я сделал. Я принял участие к этому. И 50 лет прошло. Одни какие-то восторги, и понимаешь, как получилось? Я говорю, наверное, Господь помогает. Иду по проспекту Ленина, прохожу мимо доски Якова Сави. Я останавливаюсь, через 10 минут у меня слезы текут. Это я сделал. И еще хочется сказать, Роза Михайловна, спасибо большое за ваш приют, за ваше отношение ко мне, за все те слова, которые были сказаны. Но это дорого стоит. Знаете, я не так уж избалован этим делами, да? Не так уж много мне хороших слов говорили. Иногда пытались где-нибудь под зад пинуть, но, тем не менее, все хорошо. Этот сегодняшний вечер мне показывает, что, в общем-то, наверное, я жил, наверное, нормально, и претензий ко мне больших я не вижу. Всем большое спасибо, за теплые слова, за ваши отношения, за то, что вы пришли меня почтить. Я желаю вам всем доброго здоровья, благополучия, счастья, везения и долгих лет жизни. Спасибо вам большое. Кланяюсь вам низко.